22 октября 2024 года. В Башкортостане 9 часов. Самое время начать программу «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Программа, в которой я рад приветствовать всех вас, дорогие друзья, наших дорогих зрителей, слушателей, читателей, всех тех, кому не безразлична альтернативная информация, правдивая информация, информация, отличающаяся от той, что подается для вас в готовом виде государственной пропагандой. Да, мы здесь, конечно же, читаем новости и из пропаганды тоже. Сегодня даже кое-какое видео посмотрим. Но здесь мы стараемся все-таки отделять зерна от плевел для того, чтобы люди, стремящиеся критически мыслить, могли бы получать информацию к размышлению. Поэтому я жду от вас обратной связи, традиционно, с помощью комментариев, вопросов, реплик, пожеланий, а также с помощью лайков, которые вы можете ставить этой трансляции. Впрочем, как и любой другой трансляции. Впрочем, как и любому другому информационному продукту, который производят аспекты, несмотря на все трудности и сложности, с которыми редакция сталкивается. С недавних пор оставшаяся без главного редактора, без части коллектива, мы в любом случае продолжаем свою работу для того, чтобы оставаться с вами на связи. Если есть желание и возможность, нам также можно помогать с помощью пожертвований через сервисы Boosty и Donation Alerts. Ссылки в описании к этой и к любой другой трансляции найдутся. Там также есть другие полезные ссылки, кстати, например, переход на мой личный YouTube-канал, где я также иногда, хотя уже довольно регулярно, публикую различные ролики с высказываниями на животрепещущие темы. Ну а теперь давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу. Хорошей трансляции желает свободный человек. Привет героическому ведущему в 6 утра вести эфир, пишет Стобавовна. Знаете, нормально, привыкаешь, день начинается бодренько, буквально изо дня в день ты, как говорится, с утра на коне. Вот скоро мы перейдем на зимнее время, и разница достигнет 4 часов, и тогда эфиры придется вести в 5 утра, что я, собственно, делал минувшей зимой, правда, это было не каждый день. И тут возникает вопрос, насколько это будет все-таки возможно, или нам придется подвинуть сетку вещания на час и начать работать с 10 утра по уфимскому времени. Кстати, пишите, что вы по этому поводу думаете, где и как вы нас смотрите, насколько удобно будет именно прямой эфир смотреть на час позже. Те, кто в записи, как бы тут значения не имеет, наверное, а вот именно прямой эфир, мне кажется, важен. Во времена радиостанции мы вещали долгое время в 9 утра, потом из-за изменения московской сетки начали вещать в 8 утра по Уфе. И мнения там делились. Кто-то говорил, ой, классно, теперь в 8 утра, как раз в дороге слушаем. А кто-то говорил, ой, теперь я как раз таки в дороге и поэтому не слушаю. В общем, обстоятельства людей могут отличаться, и это вполне нормальное явление. Поэтому жду ваших отзывов именно по этому отдельному вопросу, как нам поступить в дальнейшем. Ну а все-таки новости, если обсуждать, то давайте начнем со скорого поезда Москва-Уфа, Уфа-Москва, который анонсирован, и вот уже на оперативном совещании его обсудили у Хабирова, и стало понятно, что он будет ходить на 4 часа дольше, чем поезд, который раньше по этому маршруту ходил. Честно говоря, для меня было открытием, что поезд с номером 39/40, который раньше известен был как Уфа-Москва, оказывается, был ликвидирован. Ну, оказывается, вот, и такое бывает. Значит, что тут у нас стало известно? Замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Новиков на совещании в правительстве сообщил, что в этом году башкирские железнодорожники получат 34 новых пассажирских вагонов, а весь парк вагонов в ведении Уфимской железной дороги, Башкортостанской дороги, окончательно будет переведен на биотуалеты. Не все еще, получается, работали по новой схеме, а часть вагонов работали по схеме, сами знаете какой.
Значит, на 27 год запланировано завершение реконструкции производственной базы депо Уфа, что даст возможность обслуживать двухэтажные также вагоны. Так вот, поезд новый 4950, у него такой номер, ну, в одну сторону 49, в другую 50, пройдет через Ульяновск, Саранск, и уже идет формирование состава поезда. Новый поезд будет по времени идти дольше, но количество городов, в которые он будет заезжать, больше, сказал Новиков. Предыдущий поезд ходил 24 часа, а новый 28. Ради Хабиров в ответ заметил, что хотел бы принять участие в церемонии отправки первого рейса. Также глава региона подтвердил, что на этой неделе примет участие в торжествах по случаю 150-летия Куйбышевской железной дороги в Самаре. Вот насчет поезда, ну окей, как говорится, пусть ходит, поезда вообще нужны, железнодорожные сообщения развивать нужно. Другое дело, насколько он будет конкурентен авиаперевозчикам, которых по направлению в Москву из Уфы традиционно много, цены доступные и, разумеется, сроки совершенно прекрасные с точки зрения времени, да, то есть на обратную дорогу, например, полет занимает всего лишь 1,5 часа традиционно, но если по направлению в Москву, 1:50 примерно. Вот, и тут, я думаю, что рынок разберется. Другое дело, Ради Хабиров интересным образом то ли проговорился, то ли что, говорит, позовите меня на запуск. То есть ему постепенно понравилось, вошел во вкус перерезать ленточки. Помните, да, как мы называли Муртазу Губайдуловича при всем уважении, особенно в последние его годы. И вот здесь вот что-то похожее прорывается наружу. Казалось бы, но какой смысл участия руководителя в той или иной церемонии открытия? От этого открытый объект лучше не станет, и объектов больше не откроется. Больше пиара будет, безусловно. Вот. Человек ощущает себя занятым важным делом, получает положительные эмоции, потому что перед ним все нарядные, счастливые люди улыбаются. И, в общем, он думает, что он делает свою работу качественно. Волей-неволей такая мысль закрадывается. Не только у конкретного Радия Хабирова, у кого угодно так будет. И вот он входит во вкус и говорит, позовите меня на то или иное открытие. Я приду обязательно. У меня много свободного времени, по крайней мере пока. Не так много объектов у нас открывается, поэтому давайте я приду. То есть заниматься рутинными какими-то вопросами, сложными переговорами не очень-то хочется, а вот ленточку перерезать гораздо более приятное занятие. Пожалуйста, согласны вы со мной или нет, обратите внимание на такой штрих, скажем так. Я это, в общем-то, не то чтобы утверждаю, как истина в последней инстанции, но мне кажется, что логика в этих рассуждениях определенная есть. Так, тут люди спрашивают, что у нас все-таки с Разифом, но мы обсуждали этот вопрос, он был вынужден покинуть наш проект и свободное плавание. Хотя, в общем, я думаю, что со временем мы еще где-то сможем увидеть Разифа Рауфовича, но вот, к сожалению, с аспектами дальше работать не получается. Назначаю вас, Руслан, министром связи и информации Республики Башкортостан, Хаттабыч пишет. Меня больше волнует, не поедет ли Разиф в Германию. Ничего не могу на этот счет сказать, это вопрос индивидуальный. Вот. А по поводу министра, знаете, тут в порядке шуток этот вопрос как-то мы тут с друзьями кое-где обсуждали. Кто бы кем стал в случае возможности возвращения в республику? Заниматься ли, например, дальше своей работой или, может быть, приложить усилия к чему-то такому полезному, глобальному? И я всегда делаю вывод, что вот я бы занялся избирательным процессом. Наши постоянные зрители прекрасно знают, насколько меня занимает эта проблема. Я могу часами рассказывать о выборах, о том, какой у меня есть в этом смысле опыт, какие есть особенности, как я делаю выводы и так далее. И вот мне кажется, организацией этого процесса я бы занялся.
То есть не в качестве участника, кандидата, а вот именно в качестве, там, я не знаю, председателя Центра избиркома. Потому что мне кажется, что это основа основ, и ею можно заниматься и сделать ее хорошо. При наличии, конечно же, политической воли и окна возможностей. Ну ладно, это мечтать, как говорят, не вредно. Мы дальше двигаемся. По нашим новостям, автозавод из Белебея, известный под брендом «Автонормаль», заявил о нехватке специалистов, несмотря на то, что назначил рекордные зарплаты. Также на оперативном совещании вчера это прозвучало. Никто иной, как гендиректор завода Андрей Карпов посетовал на эту самую нехватку рабочих рук. Он, в частности, заметил, что заводу не хватает минимум 141 человек рабочих. При том, что средняя зарплата рабочего 5-го разряда достигла 75 тысяч рублей, а максимальная фактическая зарплата, которую, видимо, рабочие способны получать на руки, достигла 150 тысяч рублей. Завод является поставщиком деталей для КАМАЗа, ВАЗа. Он пожаловался при этом, что несмотря на весь соцпакет и сверхурочные выплаты, не хватает наладчиков, операторов станков, резьбонарезчиков. Ну, то есть таких классических рабочих рук. Карпов заметил, что 20 заводчан при этом отправились на СВО, а сам завод отправил уже более десятка конвоев с помощью. Видимо, таким образом Карпов намекает, что хватит уже мужиков забирать. В этом смысле аплодирую стоя данному товарищу. Но Хабиров в ответ заметил, что потенциал, когда большим количеством людей обеспечивали требования предприятий, исчерпан. То есть нет людей, сказал Хабиров. И лучше теперь заниматься улучшением производительности труда, роботизацией и новыми технологиями. Таким образом, Хабиров намекнул, выкручивайтесь сами, как умеете, как хотите. Мы вам помочь в этом смысле ничем не можем. Тем временем количество погибших башкортостанцев в зоне так называемой СВО, по крайней мере по открытым данным, превысило 3100 человек. Вот 3101 по данным на вчерашний вечер. Вот. Значит, вижу ваши комментарии, да, обращусь я к ним. Тут интересные мысли вы озвучиваете, интересные тезисы пишете по поводу того, что люди в 20-е годы эмигрировали и думали, что большевики вот-вот потеряют власть и они вернутся. Очень хороший, правда, печальный пример вы приводите, и надо его иметь в виду, конечно же, всякий раз, когда кто бы то ни было выстраивает какие-то бы ни было планы. Меня это в том числе, конечно же, касается. Вот, дальше идем. И скажем вот о чем. Главе Следственного комитета России вновь решили доложить о проблеме с одной из дорог в Башкортостане. Не далее, как вчера, мы с вами тут с улыбкой на устах обсуждали, что Бастрыкин на все дела горазд, все он знает, все он видит. И вот, пожалуйста, значит, руководитель, собственно, Следственного комитета по республике Архангельский доложит главе ведомства Бастрыкину о проверке состояния дорог в деревне Домбровке Благоварского района. Потрясающе. Поскольку мне очень хорошо знакомые места, прям-таки удивляюсь. Масштаб бедствия, скажем так, на мой взгляд, конечно же, имеет значение для жителей конкретной Домбровки, но, мягко говоря, довольно-таки глухие и не очень населенные это места. Как сообщает информационный центр Следкома, на протяжении 40 лет дорога находилась в непригодном состоянии из-за ям и колеи. При выпадении осадков грунтовое полотно размывается, из-за чего проезд транспортных средств к домовладениям затруднен. Как-то вот они самоуверенно очень рассуждают. То есть они якобы владеют данными, что 40 лет дорога в плохом состоянии. То есть 40 лет назад она была нормальная, в 1983 году. А вот с 1984 она стала непригодной. Я правильно понимаю, если формулировку здесь буквально воспринимать? Наверное, тут все-таки ситуация в том, что 40 лет назад последний раз ее ремонтировали.
Потом какое-то время она служила, и вот с некоторых пор пришла в негодность и, соответственно, требует ремонта. Или нет, или действительно дорога 40 лет в ужасном состоянии. То есть еще до перестройки Горбачевской она пришла в упадок, и до сих пор ею можно было пользоваться. Ну, ребят, конечно же, в формулировках, мягко говоря, есть проблемы. Отвечая при этом на запросы граждан о состоянии дорог в Домбровке, замглавы администрации Благоварского района Камиль Уразметов написал во ВКонтакте, что ремонт дорог в деревне полностью не завершен, и судить о качестве выполненных работ пока рано. То есть там работы начались, просто люди все еще жалуются. Но мне кажется, если бы люди реально 40 лет ожидали новой дороги, то они бы любым ремонтным процессом бы были рады и не жаловались бы, ожидая все-таки их результата. Так что подтверждается моя версия о том, что не совсем точные формулировки выбраны в подаче данной информации. Так, по поводу дороги М12 Ильдар пишет нам тут. При строительстве были разрушены районные дороги, по которым возили с карьеров песок, щебень, глину. Кто будет восстанавливать? Спрашивает Ильдар Хабиров. Ох, ну вообще я сам был, ну пусть не свидетелем прямым, потому что в прошлом году меня уже не было, но слали мне фотографии, видео, в частности из Болтачевского для меня родного района, как выглядели земли вокруг строящейся трассы М12. Как раз это было осенью, в октябре, в период дождей. Но, мягко говоря, все это ужасно выглядело, согласен. И на тот момент вопрос обсуждался, администрация его комментировала, говорила, что ситуацию выправят. Выправили ли? Ну, не знаю. Опять же, данных об этом ко мне лично не поступало. Вот вы утверждаете, что все очень плохо. Ну, учитывая ударные темпы стройки этой самой автомагистрали, можно предположить, что, конечно же, с ущербом всему тому, что находилось вокруг, особо не считались. И проблемы с этой трассой еще будут возникать в обозримом будущем. Особенно в части того, что такого рода сооружения напрочь разделяют землю, скажем так, да, то есть превращают две территории, которые еще вчера были одной территорией, в недоступные друг для друга зоны, потому что где попало пересечь автомагистраль, как правило, невозможно не только автомобилисту, но и пешеходу, но и диким зверям и птицам, как правило, даже бывает сложно пересечь эти самые сооружения. Потому что они, как правило, бывают капитальными, ограждены заборами, съезды, выезды, развязки, тем более, бывают крайне редко. Специально сооруженные скотопрогоны и мосты тоже встречаются не очень часто. Ну, в общем, в этом смысле остается посочувствовать, да, жителям этих самых районов, где трасса прошла. Хотя официально принято считать, что люди должны радоваться, теперь у них замечательный способ добраться на высокой скорости на личных автомобилях туда, куда они хотят. Всем ли нужно и часто ли нужно добираться, да, по дороге там, до Екатеринбурга или до той же Казани, например? Вопрос. В общем, хотелось бы в этом смысле услышать мнение людей, конечно же. В данном случае мне сложно действительно рассуждать, не имея информации с мест, хотя бы в виде фотографий и видео. Вот. Здравствуйте, Руслан, спрашивает Вадим. Когда будет ремонт улицы Ахметова, Зорге, от 50-летия СССР до Халтурина? А что, там уже все плохо? При мне еще было нормально на Зорге. Ну а по Ахметова внутри Затона тоже, кстати говоря, в 2022 году ситуация еще выглядела неплохой. Но учитывая качество работ, которые у нас имеются на дорожных строительствах, 2 года это действительно большой срок. За это время городские улицы очень часто приходят в полную негодность. Так, что у нас дальше? Давайте двигаться. Вижу также, что вы тут пишете по поводу так называемого ремонта дорог по-башкирски. Отгрейдировать и присыпать гравием. Пригласите китайцев, будет дешевле вчетверо и качество лучше мирового. К сожалению, да,
чаще всего так и есть. Это особенно в городах, где всякий раз прикрываются высокой нагрузкой и говорят, что нормативная нагрузка превышена в 3 раза, поэтому срок годности дороги также у нас сокращается в 3 раза. И вместо 7 лет от капитального ремонта до капитального ремонта какой-нибудь улицы второй категории у нас проходит обычно года 2, 3 максимум. Но после этого капитальный ремонт не происходит, потому что денег-то на это нет, а начинается латание дыр на непрерывной основе, не только по весне, но и на протяжении всего года. Здесь нового мало, но вот посмотрите, коррупционный скандал последний, да, крупный, с отставками, с посадками связанный, до Марзаева добрались, вице-премьера. Вроде бы указанные события все проходили в последние годы, но когда уже о борьбе с коррупцией громко говорилось, когда уже, уж простите, так называемая СВО началась. То есть, казалось бы, вот так вот нагло воровать при строительстве дорог, вроде бы уже неприлично стало. Но вполне себе, оказывается, все нормально. Никаких неприличностей при этом люди не ощущали. И продолжали осваивать бюджеты ровно так, как делали это раньше. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что завтра станет лучше. Придут другие люди и те же самые аппетиты будут иметь, соответственно, будут предпринимать те же самые шаги для того, чтобы зарабатывать на строительстве дорог для себя, родных и любимых. Как-то так. Тем временем, что у нас там Толкачев? Вот уже хочется даже такой мем ввести в наш эфир, как это было с Борисом Титовым. Помните такого политика? Партия, как она там называлась-то? Сейчас у нас новые люди, а тогда у нас что там? Правое дело. Была так называемая Кремлевская либеральная партия. А что Титов? Был мем в интернете распространен. А что Толкачев, хочется сказать, в случае с Башкортостаном? Что же он сказал за минувшие сутки и что же прокомментировал? Так вот, пруфы сообщают, что он, несмотря на критику сверху, ни много ни мало от Вячеслава Володина, лоббирует свой законопроект по поводу борьбы с бездетностью, а именно по поводу введения налога на бездетность. Он вновь не исключает того, что этот налог можно ввести. Что он говорит? Такой налог при всей его непопулярности может стать одним из стимулов, способствующих решению демографической проблемы. Изучить такой вариант нужно. Видимо, предыдущий успех так вскружил голову, пишут пруфы, что предводитель республиканских законотворцев слегка потерял осмотрительность. Напомним, что несколько ранее Госдумой в первом чтении принят закон о запрете пропаганды идеологии Child Free, соавтором которого выступили депутаты от Башкортостана, та же самая Эльвира Айткулова, я напомню. Также напомним, что старший товарищ нашего спикера, председатель Госдумы Володин, в довольно жесткой и бескомпромиссной форме раскритиковал своих же коллег. Очевидно, депутата Гурулева, хотя фамилию он его не назвал, за предложение ввести налог на бездетность. РБК приводила цитату Володина из его небольшой речи, адресованной автором инициативы обложить граждан России еще одним налогом. Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно. Хотел бы я посмотреть на тех, кто относится к депутатам серьезно. И к любым их инициативам. Никто из граждан не будет считать, что эта инициатива нужна, чтобы привлечь к себе внимание. Ой, боже мой. Считают, что если депутат сказал, значит Госдума будет рассматривать ту или иную идею или предложение. В общем, тут много слов наговорил Володин. Видимо, все-таки имел в виду, что не надо этого делать, хотя в словах звучит определенный сумбур. По крайней мере, мне не совсем все понятно. Так. Рустем тут Ахтамьянов правильно, в общем-то, пишет о том, что необходимо про этот налог людям подробнее объяснять, что основной контекст этого налога – это сбор денег с людей,
в том смысле, что люди – новая нефть. Ничего общего с повышением рождаемости это не имеет. Ну, в общем, мне кажется, это настолько очевидно, что, в общем-то, тут даже разговоры неуместны. Я просто пытаюсь представить себя в качестве вот родителя, у которого мало детей или, предположим, совсем нет. И вот государство приходит и говорит, что давай-ка ты плати налог, поскольку детей у тебя нет, либо все-таки рожай. Что бы я сделал? На мой взгляд, я бы не сделал ни того, ни другого, да, учитывая все-таки те возможности не платить, которые в стране все еще, если официально и не приветствуются, то на самом деле являются частью большого общественного договора. В стране, давайте быть честными перед самими собой, физическим лицам на сегодняшний день платить прямые налоги вроде бы и нужно, но, скажем так, такой жесткости в наказаниях и правоприменениях, как в странах Запада, на этот счет в отношении граждан нет. Ну, тут, наверное, можно про причины сказать. Дело в том, что у нас огромное количество и самые крупные налоги, они сидят в виде скрытых платежей. Ну, скажем, с зарплат большую часть налогов платит работодатель, а не сам работник. В товарах у нас сидят большие акцизы, тот же самый НДС. Люди думают, что этих налогов нет, но они есть, поэтому, покупая товары, пользуясь услугами, мы так или иначе из своего кармана государству выкладываем достаточно. А вот таких прямых налогов, типа там на имущество, НДФЛ, те самые 13%, у нас их немного. И как бы люди к этому относятся спустя рукава, типа у нас налоги низкие. Так вот, если бы ввели налог на бездетность, он, скорее всего, стал бы таким же открытым, явным налогом. Скорее всего, стал бы он очень невысоким, уж точно не выше, чем НДФЛ. И, скорее всего, его можно было бы легко обходить с помощью каких-либо манипуляций. Законных или не очень, но так или иначе можно было бы обходить. В общем, это все превратилось бы во всеобщий фарс и само себя бы дискредитировало буквально в течение года-двух. То есть закон есть, требования есть, но никто его не исполняет. Вот. Другое дело, они могут поступить хитрее и внедрить этот налог куда-нибудь туда, вот как я уже выше говорил, да, там, в товары, услуги, в какие-нибудь такие обязательные платежи. Вот они же внедряют какие-нибудь честные знаки, да, мы же давно привыкли с вами, еще при мне это было, на каждой там упаковке молока QR-код, который можно отсканировать специальным приложением «Честный знак» и узнать всю историю этой бутылки молока. И, кстати, это касается не только молока. Так вот, это все зачем? Это все типа для борьбы с контрафактом и прочее, прочее. А фактически это все дополнительные скрытые налоги для набивания карманов отдельно взятых друзей кремлевского хозяина. Потому что и без дополнительных QR-кодов, знаете ли, на любом товаре есть QR-код, который и так кассир считывает во время того, как вас рассчитывает на кассе, или вы там сами на кассе самообслуживания это делаете. Но нет, надо же у нас ввести второй QR-код, а можно и третий. Вспомните бутылку алкоголя. Там есть основной, есть второй, если не три уже. Ни в одной стране я такого не встречал, если честно. И только у нас это все растет пышным цветом. Опять же, для чего? Для того, чтобы взимать с граждан дополнительные деньги. С каждого по копеечке, но, сами понимаете, по стране набираются миллионы и миллиарды дополнительных, совершенно неподконтрольных и, самое главное, свободных в доступе миллиардов. Понимаете? То есть это деньги, которые каждый день живые. Это хуже, чем естественная монополия. Это вот прямой грабеж фактически всех граждан. А с лекарствами то же самое у нас. Я сейчас даже не вспомню все наименования. Когда говорили про акцизные товары, алкоголь, сигареты, как-то можно было понять. Как-то. Там типа часто бывает много контрафакта, вот поэтому мы боремся с системой ЕГАИС, вот это все придумываем. Но зачем это нужно в случае с молоком? С, там, я не знаю, лекарствами или еще с чем-то, чего я сейчас и не вспомню. В общем, это вопрос. Дальше, друзья, идем. Про спикера мы сказали. Самое время, перед тем, как мы перейдем к самому важному и интересному, давайте немножечко подытожим, что ли, события всех последних дней.
Мы же вспоминали форум «Россия спортивная держава». Не всегда лестно, хотя, с другой стороны, вот я не вспомню, чтобы я уж лично очень критиковал сам форум как таковой. И даже открытие спортивных объектов. Да, мы говорили про гигантизм, про возможные лишние какие-то затраты денег. Где-то могли усомниться в том, что благодаря этим действиям спорт не станет массовым. Но само по себе явление как таковое, ну, в общем, было и было. Но пропаганда башкортостанская не считает, что все так просто, и считает нужным отвечать собственными тезисами на любые попытки задавать вопросы и критиковать. Правда, пропаганда не указывает конкретных адресатов своего обращения, но я думаю, что мы легко можем и на свой счет принять подобного рода претензии, если хотите. Давайте небольшой видеоролик посмотрим на этот счет. Фрагмент одной из программ башкирского спутникового телевидения, где главный редактор Башинформа Руслан Шарафутдинов высказывается по этому поводу. Но я пока почитаю ваши комментарии и скоро к вам вернусь. На таком триумфальном фоне все потуги доморощенных конспирологов-суетологов покидать навоз на вентилятор выглядят просто убого. Честно говоря, то мне их жаль. Немного, но жаль. Они же богом обижены. Вместо того, чтобы просто порадоваться за родную Уфу и республику, как все круто прошло, они ищут какие-то заусенцы, трещины и царапины. Ребята, угомонитесь. Вам здесь ничего не светит. Можете не стараться выковыривать из носа, высасывать из пальца и искать черную кошку в темной комнате. Ее там нет, этой кошки, как и перспектив у вас. А может, просто плевать вы хотели на республику, и никакая она вам не родная. До свидания, берегите себя и своих близких, все будет хорошо. И да, кстати, для тех, кому важно, львиная доля расходов на форум «Россия спортивная держава» легла на федеральный бюджет, потому что мероприятие международное. А вот теперь точно до свидания. В общем, вот таким образом, ну там на самом деле больше, люди отбиваются от того, что участие граждан республики возникают ко всему происходящему вопросы. Вспоминаю, кстати, дела довольно-таки недавнего времени. Я не раз был гостем программы «Честно говоря». Да, но надо каким-то образом все-таки понимать, ну, наблюдать, что ли, за происходящим, поэтому такого рода фрагменты мы в наших эфирах демонстрируем. Так. Дальше идем. Пруфы поговорили, знаете, с кем? С кондуктором, который обслуживает один из так называемых новых трамваев, которые приехали к нам из Москвы для того, чтобы развивать или спасать, если хотите, нашу систему общественного транспорта в Башкортостане. Не скажу, что кондукторов много, но как минимум с одним тут точно пообщались. И, в общем, наши предположения, опасения, что ли, подтверждаются. Московский трамвай уже сошел, пишет Пруфы со ссылкой на кондуктора. Перекрыл нам все Зорге. Почти сутки не ходили трамваи из-за этого подарочка. А еще 3 штуки трамваев стоят сломанные. Вот вам и старье из Москвы. Им 15 лет. Но тут надо быть поточнее. Вроде как все-таки их поставили в 2014 году, то есть им 10 лет. Имеет ли это значение? Вопрос как бы риторический. Ну, в общем, 10-15, разница для трамвая небольшая. Они там ездили 15 лет, продолжает кондуктор. И нам зачем это старье? У нас своих телег навалом, зато хоть едут. Рельсы наши не предназначены для московских вагонов. Зимой они точно не проедут, низкоходные они, рассказала нашему изданию кондуктор, пишут Пруфы. И напоминают, что до конца 2024 года на улицах Уфы должны начать курсировать 20 таких трамваев. Аж 20 по одной линии. Представьте себе, по 5-му маршруту Пушкина, Госцирк, по Зорге, соответственно. К слову, в России срок эксплуатации трамвая в среднем, видимо, или по какому-то ГОСТу составляет
20 лет. Понятно, что на эту тему всегда гораздо лучше выскажется и объяснит ситуацию эксперт, транспортник Олег Арефьев, но, насколько я знаю, он здесь тоже к вопросу относится двояко. С одной стороны, все верно, старье московское, которое там обслуживать не смогли, запчастей нет, санкции свою роль сыграли. С другой стороны, хоть что-то в Уфе – это уже шанс на спасение. И тут нельзя не согласиться. Да, пусть транспортную функцию, реальную функцию перевозки людей эти трамваи выполнять не смогут, по крайней мере, ближайшие пару лет, но хотя бы амулетом определенным, да, оберегом будут служить для системы трамвайной как таковой, которую, безусловно, сохранить нужно, но нужно ее еще и все-таки довести до ума, ну, по сути, пересмотрев многое заново, перестроив заново рельсо-шпальную решетку, добавив новые маршруты. Мы уже с вами как-то говорили, да, что следовало бы новые маршруты закладывать изначально в какие-то новые городские районы, которые у нас уже начали строиться, в том же самом Забелье, например, или Зауфимье, где угодно. Но нет, к сожалению, этого не происходит. Строятся развязки, как на Рыленко-Пугачева, но о развитии общественного транспорта в моменте, к сожалению, никто не задумывается. Вот. Так. Вчера случилось нечто непонятное, связанное с угрозой нападения на школу в Уфе. Об этом с утра стали писать в некоторых телеграм-каналах. В частности, шла информация, что в Уфимском лицее 107 может начаться стрельба. Якобы ученик этой школы утверждал, что намерен расправиться со своими одноклассниками и учителями за травлю. В своих сообщениях он делился своими переживаниями и страданиями от издевательств, которые испытывал в школе. Анонимные телеграм-каналы об этом писали, информация довольно быстро распространялась, но потом, вот если верить, например, Медиакор сети, правоохранители провели оперативную работу и выяснили, что аккаунт угрожающего школьника был взломан. Все необходимые меры были приняты согласно алгоритму действий при получении информации о возможном террористическом акте. А вот пропагандистские ресурсы вскоре поспешили заявить, что все это ложь и провокация, фейк. Значит, что аккаунт был зарегистрирован вообще в Калининградской области, а сам стрелок использовал фотографии давних лет. На одной из них можно было увидеть портрет бывшего главы Башкортостана Хамитова на стене класса. По итогу аналитики пришли к выводу, что данная ситуация может быть провокацией украинских спецслужб с целью посеять панику среди населения. Они скоро даже за плохую погоду будут, знаете ли, винить украинские спецслужбы. Ну, давайте так, включать хотя бы какую-то логику, если она осталась. Вероятно, согласиться можно с тем, что украинские спецслужбы, существуют, заинтересованы в том, чтобы противнику как-то вредить, будем так говорить. Но, опять же, банальная логика подсказывает, что у них есть задачи поважнее, наверное, да, чем заниматься полной ерундой на территории Башкортостана, на территории Уфы, которые крайне далеко, хотя бы физически находятся от мест, которые могут интересовать те самые спецслужбы. Ну, это я, к примеру, вам говорю для того, чтобы, когда всякий раз вы слышите о том, что это происки врагов, вы немножечко думали. И не только когда касается украинских спецслужб. Это может касаться, знаете ли, британских шпионов. Каких там еще шпионов? Японская разведка у нас была популярна в 30-е годы, английская разведка. Позже стала популярна американская. Ну, вот все вот это вот, вы понимаете, да, о чем я? Когда вот об этом вам рассказывают, немножечко фильтруйте, как говорится. Вот. Что это было, в итоге я, конечно, сказать точно не могу. Был ли мальчик, как говорят, была ли ситуация. Но исключать того, что он был, ни в коем случае нельзя. Проблема буллинга была и есть.
Проблема педагогов была и есть, более того, усиливается. Педагоги вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями, занимаются очковтирательством, заполнением бланков и публикацией отчетов перед начальством о том, что они провели то или иное ура-патриотическое мероприятие. Опять же, здесь я не для красного словца это все дело цитирую, скажем, да, а вполне себе передаю информацию из первых рук, которую получаю от людей, кто работает в системе образования на сегодняшний день. Вот. Так. Вадим пишет: Руслан, я обещал проехал, мне понравилось, все по кайфу. Судя по всему, значит, по поводу путепровода. Ну, я же не спорю, да, я уверен, там картинка прекрасная. Вообще автомобилистам должно быть хорошо, вопросов нет. Вопрос лишь в том, не касательно автомобилистов, а касательно городской среды. Насколько улучшается эта самая городская среда в тех условиях, когда делается все для автомобилистов и не делается ничего для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, если хотите, или тех, кто предпочитает индивидуальные средства мобильности. Автомобиль – это средство передвижения в современном мире по дорогам. А улицы – это не дороги. По крайней мере, улицы не должны быть дорогами. Улица – это общественное пространство. И вот исходя из этого нужно, ну скажем, планировать вообще развитие городской среды, решение вопроса пробок и так далее. Сколько улиц в виде дорог в городе не строй, пробки никуда не денутся. Потому что чем больше так называемых взлетных полос вы строите, тем больше желающих будет по ним проехаться. И, в конце концов, количество этих желающих всегда превысит пропускную способность любой самой-самой широкой магистрали в городе. Но об этом, опять-таки, мы говорим чаще всего и больше всего в программе «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь», где я выступаю соведущим вместе с урбанистом Аркадием Гершманом. Поэтому смотрите, мне кажется, там очень важно с точки зрения, ну, хотя бы такого общего развития, что ли. Так, ну теперь самое ключевое, да. Рамиля Саитова, отбывающая наказание по политической статье, находится в колонии, и ей ужесточили условия содержания. Тем временем Кассационный суд отклонил ее жалобу на приговор, что важно, значит, отметить. В среду, 16 ноября, то есть еще на прошлой неделе, 6-й Кассационный суд в Самаре отклонил жалобу Рамили Саитовой на приговор. Одновременно ее, скажем, группа поддержки, защита, узнали, что у нее в колонии произошла стычка с двумя осужденными женщинами, которые ударили ее одна за другой. По какой причине произошла стычка, информации нет. Насколько известно, у нее в колонии со всеми были вполне нормальные отношения. Рамиля пожаловалась дежурному, но в итоге дисциплинарная комиссия признала ее же злостным нарушителем порядка и выдворила в штрафной изолятор на 15 суток. После выхода из ШИЗО ее определили в барак, то ли в строгие условия содержания, то ли в строгие условия отбывания наказания. Это все разная терминология, имейте в виду, да? Там во всех этих условиях содержания в том числе запрещены звонки родным. Сторонники Саитовой называют это провокацией со стороны администрации и, возможно, спецслужб. Этих женщин, которые, по нашей информации, считаются в колонии сидельцами примерного поведения, ну то есть сотрудничающими с администрацией, теперь признали якобы пострадавшими от действий Саитовой. Она, конечно, обжалует решение администрации колонии и, само собой, обжалует отказ Кассационного суда в Самаре. И тут напоминание о том, что Саитову доставили в женскую колонию номер 18 в мае 2024 года. Находится эта колония в городе Кунгур, в частности в поселке Дальний в Пермском крае. По ее словам, она там была принята вначале хорошо, отношение руководства исправительного учреждения было к ней нормальное, на питание она не жаловалась. Говорил об этом изначально адвокат Саитовой Гарифулла Япаров.
Ну, в общем, вот, к сожалению, без каких-то подробностей, без деталей, но, на мой взгляд, ну, как бы информация как минимум важна и показательна. Ага, Вадим тут поправляет, что он мне обещал. Вспомнил. Не тоннель, а трамвай из Москвы вы испытали. Прекрасно. Трамвай из Москвы. Ну, что ж. Я вас понимаю, трамвай после уфимских вот этих вот КТМов это гораздо лучше, чем было, безусловно, безусловно. Лишь бы они все-таки ходили каким-то образом, более или менее долго. Дальше. Самое важное, опять же, в продолжении темы. Башкирские и татарские активисты опубликовали видеообращение к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану с просьбой обратить внимание на проблемы мусульман, во-первых, в России, во-вторых, посодействовать в обмене политзаключенными. Видеоролик соответствующего содержания вчера был распространен в интернете, ну, в частности, в YouTube был опубликован. В ролике упоминается, ну, в частности, если говорить про Башкортостан, Айрат Дильмухаметов, имя и фамилию которого я регулярно в эфирах также вспоминаю. И я считаю, что это очень важное событие. По моим данным, ролик не просто записан и опубликован, но и каким-то образом дошел до Эрдогана, если я правильно понял тех, кто информацию мне сообщил. Дело в том, что не далее, как сегодня в Казани должен стартовать форум очередной БРИКС. Не ШОС и БРИКС, как у нас это было в Уфе в 2015 году, а только БРИКС. Но неважно, в любом случае Эрдоган планирует там присутствие вроде как, и будет явно общаться с российским лидером Путиным. И вот пошли таким способом на серьезный шаг, на мой взгляд, на важный шаг активисты, обратившись к нему с соответствующей просьбой. Насколько эта просьба обнадеживающая, сложно судить, но мне кажется, любые действия на международной арене, связанные с привлечением внимания к именам политзаключенных, эти действия, конечно же, важны, без всяких сомнений. Вот. На этом фоне вчера буквально была новость о смерти давнего конкурента Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, известного политика, проповедника, просветителя, если хотите. Возможно, помните, в Башкортостане были в 90-е, в начале нулевых башкирско-турецкие лицеи. Во многих регионах они были, и во многих странах они остаются. Огромная просветительская империя Гюлена, в общем, занималась образованием в разных странах мира. Кстати, мне в свое время, в 96-м году, предлагали в этот самый лицей пойти. К сожалению, не решился, испугался и прочее. Очень зря, конечно. Говорят, выпускники этих лицеев как минимум 2 иностранных языка знали в совершенстве. И это только если говорить про языки. Тот же турецкий и английский. Вот. В общем, Гюлен в последние годы был конкурентом. В 2016 году он даже устроил переворот. Ну, вроде как он, по мнению, значит, наблюдателей и СМИ, переворот не удался, зачинщиков арестовали, многие погибли, сели в тюрьмы, Эрдоган закрепился у власти. Вот. На этом фоне я к чему это все рассказываю? Рассчитывать, что Эрдоган будет искренне помогать каким-то там российским мусульманам, ну, это вызывает определенные сомнения. С другой стороны, он человек расчетливый и дальновидный с точки зрения укрепления собственной власти, и поэтому может как-то этот козырь применить в переговорах, на мой взгляд. Не знаю, опять же, насколько прав я в этих своих рассуждениях, но в любом случае повторюсь, что молодцы те, кто это дело инициировали. Это, конечно, важное начинание. Вот. Так. Ильдар Юмагулов 2 в эфире есть, с ним все в порядке. Слава Аллаху, пишет Хаттабыч. Ну, пусть, конечно, со всеми все будет в порядке, но, на мой взгляд, пусть лучше в эфире его не будет. Крайне деструктивная и вредная работа им, к сожалению, проводится в плане оправдания тех действий, которые осуществляет Кремль
То есть, да, он говорит правильные вещи с точки зрения экологии на местах, там, что такие там нехорошие у нас чиновники, там, промышленники, еще кто-то. Но возложить вину на истинных виновников всего происходящего он не может себе позволить. Уж не знаю почему. Поэтому считаю его деятельность деструктивной. Так, знакомый учился на английском, турецкий знал, говорил, учителя добрые, пишет нам зритель с ником М. Это что касается этих самых лицеев. Да, прекрасная была затея. Кстати, в начале нулевых, еще до всех репрессий, до политических процессов, в стране все это дело было ликвидировано в период с 2001 по 2005 год, судя по тем данным, что я вчера нашел, готовя публикацию, биографию этого самого Фетхуллаха Гюлена для проекта «Эхо», где я занимаюсь рубрикой «Портрет дня», я напомню. Вот. Тем временем в республике занимаются чем? Ну, конечно же, уже ставшим привычным делом, а именно инвентаризацией бомбоубежищ, о чем пишет городской телеканал ЮТВ. Проведение инвентаризации защитных сооружений запланировали вновь. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации за подписью премьера Андрея Назарова, исполняющего обязанности пока еще премьер-министра. Согласно документу, бомбоубежище проверят на проектную и фактическую вместимость, количество входов, в том числе аварийных, системы отопления, энергоснабжения и водоснабжения, наличие средств связи и оповещения, канализацию, местонахождение ключей и других нюансов. Исполнение проконтролирует исполняющий обязанности вице-премьера Ирик Сагитов. К защитным сооружениям у нас относятся бомбоубежища, укрытия противорадиационные и иные на всей территории республики. Для проведения их инвентаризации Кабинет министров постановил создать комиссию по ее проведению. Работы будут организованы в 8 городах и аж 53 районах республики. То есть, если верить вот этим данным, у нас везде, по всей территории, такие сооружения есть. Для меня это, конечно, удивление и открытие. Раньше в нормальной мирной жизни ничего подобного, во-первых, не проводилось, и мы не знали фактически, ну я лично не знал о местонахождении и даже о существовании подобного рода объектов. Ой. Какие времена, такие проверки, да? В Уфе мэрия продолжает снос зеленых насаждений на улицах. Вчера писал вот даже Башинформ о том, что не где-нибудь, а на улице Чернышевского убирают перестойные деревья на участке от Айской до Пархоменко. По данным городских властей, аварийные деревья угрожали жизни и здоровью проходящих рядом людей. По разрешению профильных специалистов принято решение произвести спил. Опять не по-русски, да? Взамен перестроенных деревьев на улице Чернышевского появятся новые крупномеры, обещают они. Постепенная замена зеленых насаждений проходит в Уфе уже несколько лет. Деревья обновились на улицах Гоголя, Карла Маркса, Новомостовой, Пушкина, Закива-Лиди и ряде других. Хвастается Башинформ и тем самым пытается, видимо, успокоить беспокоящихся горожан. Также мэрия вчера отчитывалась о спиле деревьев на улице Достоевского, якобы также перестойных и вредных, судя по всему, по мнению мэрии, разумеется. Так. Ну, что еще? Еще я должен обратить внимание на новости федерального характера. Опять же, взять это дело за хорошую, добрую традицию. И тут надо вот что вам сообщить. Жертвами российского обстрела ДНР, по данным местных властей, вчера стали 3 человека. 2 местных жителей погибли, и еще 1 был ранен в Мирнограде. Значит, в Мирнограде было повреждено 15 многоэтажных и ряд других зданий. Тем временем в Судане сбили самолет, в составе экипажа которого, вероятно, были россияне. По данным проекта
Судан Вар-Монитор, грузовой Ил-76 перевозил припасы для группировки силы быстрого реагирования и был сбит ею же по ошибке. В посольстве России сообщили, что проверяют эту информацию, добавив, что место крушения находится в охваченном бомбами Дарфуре. Забегая вперед, скажу, что, судя по новостям, более того, не просто россияне были в этом самолете, но и уроженец Башкортостана был одним из членов экипажа этого самолета. Соратники главы Чечни вывезли с заводов в оккупированном Мариуполе оборудование и материалы на 220 миллионов долларов, пишет Wall Street Journal. По данным газеты, Азовсталь перешел в распоряжение Геремеева, подразделение которого находится в Мариуполе с июня 2022 года и формально занимается охраной местных предприятий. Кто бы удивлялся, да, что один из главных интересантов, что ли, происходящих событий, Кадыров и его банда, будем говорить, на этом прежде всего зарабатывают конкретные деньги, вполне себе конкретные рубли и доллары, скорее всего. В российских детсадах начали вести разговоры о важном. Это выяснило издание 7 на 7, обнаружившее больше 100 отчетов о проведенных занятиях в группах детсадов во ВКонтакте. Вот те самые отчеты, о которых я говорил выше, упоминая наших учителей. В начале октября инициативу по организации этих уроков для маленьких детей поддержал Владимир Путин. Суд в Москве заочно приговорил блогера Иванова с ником Камикадзе Ди к 8 годам колонии. Его признали виновным в распространении военных фейков из-за роликов на YouTube, один из которых был посвящен удару российской армии по драмтеатру в Мариуполе. Блогер живет за пределами России. Страны ЕС приступят к обсуждению нового 15-го пакета санкций в отношении России в январе, выяснило издание «Политико». Как ожидается, он будет направлен в основном против сжиженного природного газа из России. С начала следующего года председательство в Евросоюзе перейдет к Польше. Венгрия, возглавляющая Совет ЕС сейчас, остановила переговоры о новых санкциях. Тем временем в Армении взяли под стражу российского активиста, объявленного в России в розыск по делу об оправдании терроризма. Как сообщает издание «Медиазона», иностранный агент со ссылкой на русскую диаспору Армении, участников этого сообщества Шкловера пока задержали на 3 суток. Ему грозит депортация в Россию. Ранее активиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Таким образом, мягко говоря, мы наблюдаем, что некоторые страны, казалось бы, первое время, в общем-то, безопасные для граждан России, оказались все-таки не такими, поэтому есть смысл людям быть осторожнее. Так, политзаключенные Айрат Дильмухаметов, Рамиля Саитова, Фаиль Алсынов. Надеюсь, что Европа и Турция помогут в обмене на друзей Путина. Да, очень хотелось бы верить в то, что политзаключенные окажутся на свободе в обозримом будущем. Как можно более скором будущем. На тему, кстати говоря, политических процессов, а именно на тему баймакского дела, у нас планируется важный эфир. Я вот сейчас занимаюсь подготовкой его ориентировочно в четверг. Следите за анонсами. Будет хорошее, содержательное на этот счет интервью. Обсудим данные, в частности, экспертизы по поводу гибели Рифата Даутова. И другие темы, я надеюсь, затронем. Поэтому не пропустите, следите за анонсами. А пока я буду закругляться и напомню о том, что нужно ставить лайки и писать комментарии под этой трансляцией. Помогать аспектам также сам Бог велел. Это не возбраняется. С помощью сервисов Boosty и Donation Alerts вы можете делать в адрес издания добровольные пожертвования. Пока это делать можно, это не является чем-то предосудительным даже по действующим в стране законам. Текущие новости в телеграм-канале, на него нужно подписаться, если вы этого не сделали. Особенно если трудности с YouTube вам мешают или затрудняют просмотр наших эфиров. Это очень важно. Мы, кстати, работаем над тем, чтобы помочь вам впоследствии
ну, скажем так, с просмотрами. Я знаю, что есть, кто перестал смотреть, к сожалению, из-за сложностей с YouTube. И почему-то не пишут просьбы помочь с установкой средств обхода блокировок. Опустили руки и смотрят вокруг. Не надо этого делать. Старайтесь, боритесь, как говорится, по мере сил, ну хотя бы для того, чтобы сами могли получать нужную вам информацию. Вот мы, конечно, тоже будем действовать до тех пор, пока есть на это силы и ваш запрос. Вот. Пока что желаю всем хорошего и удачного дня, желаю здоровья и будьте счастливы, как говорится, насколько это возможно по нынешним временам. Всем пока. Thank you.